На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшыкшара. Здравствуйте. В Министерстве обороны Республики Абхазия подвели итоги подготовки вооруженных сил за февраль и поставили задачи на март 2020 года. В мероприятии, проходившем под руководством министра обороны генерала армии Мираба Кишмария, приняли участие его заместители, начальники управления, отделов и служб оборонного ведомства, командиры воинских частей, а также военные комиссары районов Абхазии и города Сухум. В ходе совещания были заслушаны доклады о состоянии правопорядка в частях и подразделениях, о военно-политической обстановке. Были также затронуты вопросы кадровой работы, связанные с дальнейшим продолжением службы в рядах вооруженных сил выпускников Сухумского высшего общекомандного училища и высших военно-учебных заведений России. Военный комиссар республики доложил о подготовке военных комиссариатов страны к весенней призывной кампании. В период с 3 по 7 февраля в военных комиссариатах проводилась мобилизационная неделя, в течение которых в военных комиссариатах проводились работы по уточнению, изучению и приписке военнообязанных запаса. В период с 4 по 11 февраля в районных военных комиссариатах проведена инвентаризация материальных средств. 19 февраля принимали участие в подведении итогов по результатам осеннего призыва Вооруженные силы Республики Абхазия в составе военных комиссариатов районов, начальников вторых отделений, представителей районных администраций и медицинских комиссий. Также 19 февраля в военном комиссариате Республики Абхазия проводилось служебное совещание с начальниками первых отделений по вопросам подготовки и приведения в соответствии с требованиями документов мобилизационного планирования. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о присвоении министру внутренних дел Раули Смыр очередного специального звания генерал-майора милиции. На состоявшейся сегодня коллегии Государственного таможенного комитета были подведены итоги 2019 года. Так, объем внешней торговли за отчетный период составил более 25 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда больше, чем за 2018 год. Из них экспорт составил почти 6 миллиардов рублей. Несмотря на рост объема внешней торговли, в 2019 году сократилось количество предприятий, которые вовлечены во внешнеэкономическую деятельность. Сократилось на 59. Рост экспорта в товарообороте связан с увеличением объема вывоза рыбной продукции, а также цитрусовых плодов. При этом по ореху наблюдается спад. Основу экспорта составляет продукция агропромышленного комплекса, доля которого равна 54%. А в стоимостном выражении 2 миллиарда 768 миллионов рублей, что на 1 миллиард 639 миллионов меньше по сравнению с 2018 году. Структура импорта в 2019 году охватывает практически всю товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Наиболее значительные позиции в импорте занимают продукты питания, бензин, дизтопливо, автомасла, сжиженный газ, машины, оборудование, механизмы, в том числе бытовая техника, автотранспортные средства и прочие товары. В вопросе отслеживания товарооборота большую роль играет внедрение в работу ГТК цифровых технологий, что, кроме того, значительно облегчает процесс администрирования. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия старается максимально внедрять современные информационные технологии в свою работу. Разработка и внедрение информационных таможенных технологий – это своевременный и необходимый процесс, который позволяет повысить качество и оперативность совершения таможенных операций. Руководители таможенных служб многих стран сходятся во мнении, что внедрение IT-технологий, несмотря на высокий уровень затрат, представляет собой очевидную необходимость. Не отставая от мировых тенденций, в структуре главного управления был создан отдел информационных таможенных технологий, на который были возложены функции информационно-технического развития таможенных органов Республики Абхазия. И за короткий период своего существования, несмотря на острую необходимость финансирования, отделом сделано следующее. Впервые в истории Абхазии осуществлено межведомственное электронное информационное взаимодействие между двумя фискальными органами. Создан защищенный канал связи для обмена данными между ГТК Республики Абхазия и Министерством по налогам и сборам, который осуществляется в режиме реального времени. Полностью завершены мероприятия по внедрению системы видеонаблюдения на таможенном посту ПСОВ и на железнодорожном
железнодорожном пункте Сандрипш. Установлено свыше 40 IP-камер высокого разрешения. В целях упрощения процесса уплаты таможенных платежей на таможенных постах Сухуми ПСО установлено достаточное количество терминалов для приема таможенных платежей. В целях упрощения документооборота, усиления контроля за входящей и исходящей корреспонденцией в Государственном таможенном комитете осуществлено внедрение электронной системы оборота документов. Постоянно ведется работа по совершенствованию и развитию информационно-технической базы таможенных органов. Однако, хотелось бы отметить, что существующий уровень финансирования данного направления не позволяет в полной мере проводить модернизацию цифровых сетей, а также обеспечивать должный уровень защиты информации. Полную видеоверсию заседания коллегии ГТК смотрите в нашей сегодняшней программе. Человек, чья душа пела, музыкант, чьи песни известны каждому в нашей стране. В Сухуми простились с солистом легендарного вокально-инструментального ансамбля «Апсны-67» Рафаэлем Гагуля. Проводить артиста в последний путь пришли его друзья и коллеги, родные и близкие, почитатели таланта. Репортаж Гугу Савардания. Человек, чья жизнь была посвящена музыке, чей теплый голос и спетые песни радовали на протяжении 25 лет абхазского зрителя. Добродушный, с улыбкой на лице, всегда готовый прийти на помощь. Именно таким сегодня вспоминают Рафаэля Гагуля, пришедшие проститься с ним друзья и коллеги. Рафик Пшико, Аша Хайчос, Дилит, Кашаны, Дамбо и Ходом Бадбуку. Ямбак Алуиза. И Каладзому и Саев, Шлепшро, Аша Хайхаудзум. Фама, Пангунда, Наныкера – эти известные песни, спетые Рафаэлем Гагуля в составе группы «Апсны-67», в Абхазии слушают и напевают по сей день. Рафик Хайский, Рафик Саритурх, Самана Гишхадум, Сашча Рафики Турухоп, Нанигера Рафики Турухоп, Фама Рафики Турухоп. Игала Танти Гиголод, Ара Хачмут Вирхид, и Бжитзон, и Ичкабахара. Ахмизузубс. Спасибо, брат. Вишня. Говорить о заслуженном артисте Абхазии Рафаэле Гагуля в прошедшем времени тяжело, отмечают друзья и коллеги. Представить состав группы «Апсны-67» без его участия практически невозможно. Музыканту, чья жизнь непрерывно была связана с творческой деятельностью последние годы, из-за болезни пришлось оставить любимое дело. Уход Рафаэля Гагуля – это большая утрата не только для коллектива «Апсны-67», но и всей Абхазии. Печальная весть огорчила многих и за пределами республики. Соболезнования от друзей и коллег поступают из Москвы, Северного Кавказа и других регионов России. С 1977 года, прошлого века, мы дружили, как одна команда, как родные братья, одна семья. Конечно, нам будет его не хватать. Кот, как зовут сегодня, сказал, часто к нам приезжали легендарной группой «Апсны-67». Он очень многое сделал, чтобы прославить свой народ в области культуры и искусства. Поэтому его песни будут долго-долго будут звучать. В мае Рафаэлю Гагуля должно было исполниться всего 65 лет. Он мог еще многое сделать, спеть немало новых песен. Рафаэль Гагуля ушел, оставив за собой незабываемый след в культурной жизни страны. Заслуженного артиста Абхазии, кавалера ордена Акзапша третьей степени Рафаэля Гагуля похоронили в его родном селе Лахны. Гугу Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.
4 марта в выставочном зале Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзинба состоится открытие фотовыставки под названием «10 лет без Владислава», посвященной памяти первого президента Республики Абхазия, основоположника современного абхазского государства. На выставке будут представлены фотоснимки, которые были сделаны в разные времена и отражающие жизненный путь и политическую деятельность Владислава Григорьевича. Фотовыставка будет открыта до 20 марта. Фотографии и черно-белые, и цветные. Пока что оформлено не все, будут еще фотоработы. Также представлены будут некоторые личные вещи Владислава Григорьевича, его документы, связанные с жизнью и деятельностью на различных этапах. Временной период достаточно широк. Это и юность, молодость, детство, скажем так, работа в Верховном Совете СССР, конечно же, война, послевоенное время, ну и вплоть до преждевременного ухода из жизни. Фотографии поступают из различных источников. Это и от семьи непосредственно, это фотоработы различных фотокорреспондентов, журналистов. Многое из того, что есть, взято из фондов нашего музея, то есть источники различные. В Сухуми прошел фестиваль оркестров народных инструментов, ежегодное мероприятие, участниками которого становятся лучшие национальные музыканты со всех районов республики. В этом году фестивалю исполнилось 10 лет. Юбилейный концерт по этому случаю состоялся в зале Государственной филармонии имени Раждена Гумба. В этот день Республиканский центр народного творчества, который является организатором мероприятия, также отмечает столетие со дня рождения Ивана Кортуа, именем которого назван. Репортаж Амелии Бисмарк. По традиции в программе концерта в основном принимают участие юные исполнители и инструменталисты, обеспечивая преемственность поколений национальной музыкальной культуры. Судя по составу ансамбля и зрителям в зале, национальное творчество в 21 веке интересно местным мальчикам и девочкам. Юные барабанщики-виртуозы на несколько минут полностью приковали к себе внимание публики. Выступление вокально-инструментального ансамбля «Гунда» всегда праздник для зрителя. Приятное песнопение и яркие костюмы артистов уже давно стали визитной карточкой полюбившегося коллектива. Юбилейный фестиваль стал международным. Специально, чтобы принять участие в праздничном концерте, в Абхазию прибыли артисты ансамбля «Насып» из Лазаревского района Краснодарского края. Вопреки правилам, нынешний фестиваль не был устроен по принципу соревнования. Все потому, что в праздник не место борьбе, пусть даже и музыкальной, признается организатор Нури Кварчи. Нам приятно отметить, что с каждым годом география участников растет, приобщаются наши юные дарования, они знакомятся с нашими народными инструментами, их полюбили, исполняют. Это дает нам основание надеяться, что возродится наша народно-традиционная культура в области народных музыкальных инструментов. Нельзя не отметить, что среди юных зрителей мы встретили правнуков всем известного Ивана Кортуа. Они, как и другие ребята, с удовольствием стали слушателями музыкального вечера. Мне тоже нравится национальная музыка, я в будущем тоже буду ею заниматься. Я сама люблю кавказские песни, все время их слушаю. И этот концерт, я получила от этого концерта удовольствие большое. Мне концерт, в общем, очень понравился, потому что не было натянутости, как обычно бывает. И было интересно, если честно так сказать. В общем, мне очень понравилось, как сыграли на скрипке и в зеленой национальной одежде.
Фестиваль Абхерца – это площадка, где теряется грань между юными артистами и поклонниками их творчества, перерастая в общую музыкальную дружбу. Мы из ансамбля Абхерца с Гагрского района, села Лоза. Мы в этом конкурсе, фестивале принимаем участие ежегодно, каждый год. Вот, и нам всегда нравится, тут очень интересно, организовано. Дружба, наверное, это главный девиз фестиваля, рассказывают гости мероприятия, братья-адыги из ансамбля «Насып». До этого приезжали на фестиваль, хореографический фестиваль был, «Родники». Ансамбль наш, так скажем, разновозрастный, есть представители старшего поколения, то есть 4 поколения шапсурских гармонистов присутствуют в нашем коллективе. На этой площадке происходит не только знакомство зрителя и артиста. Здесь творится и межкультурный обмен. Например, музыкант Руслан Майкапаров после первого приезда в Абхазию решил освоить национальный инструмент братского народа ачангур. Я увидел, как играют, наглядно, да? Потом я начал спрашивать, что за инструмент, почему такой звук приятный. У нас у адыгов есть тоже струнные инструменты, но разница есть в звуке определенная. Так как в рамках фестиваля в этот раз конкурса не было, всем участникам были вручены почетные дипломы. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. 1 марта стартует второй международный конкурс рисунка в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье «Наследники Великой Победы». Об этом сообщают организаторы конкурса, официальное представительство Абхазии и Южной Осетии в Приднестровье и Министерство иностранных дел ПМР. Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится в 2 номинациях: возраст участников до 10 лет и возраст участников старше 10 лет. Предусмотрен призовой фонд. В конкурсных работах участники должны показать свое видение общей истории, дружбу братских республик Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте конкурс-дружба.орг. Начало работы сайта конкурса и прием рисунков 1 марта, завершение приема и оценки рисунков 31 июля, определение финалистов конкурса 1 августа. Мы продолжаем предвыборные эфиры с участием кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии. Сразу после информационного выпуска смотрите прямой эфир с участием кандидата в вице-президенты Республики Абхазия Арды Ашуба. А сейчас о погоде. По информации Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода в субботу ночью и днем, преимущественно без осадков, вечером дождь, временами переходящий в сильный ливневый с грозой, местами дождь со снегом. Атмосферное давление нестабильное, температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 10-15, температура морской воды плюс 9 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.